Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Давненько не было у нас торговой сессии. В последнее время у меня что-то много дела, поэтому разные страны. Я сейчас в данное время в Грузии нахожусь и сегодня решил записать для вас маленькую торговую сессию. Постараемся заработать 5-10 тысяч долларов. Видео будет длинным. Советую посмотреть до конца и погнали. Так что аудикат вот если тут 80% нам дает, не подходит. А вот это единственное вот если тут у нас получается, что накопление, да, боковых в виде уровень сопротивления имеется, а также поддержка. Поэтому мы находим точку своего входа на 5-секундном таймфрейме. Ждем пока реакцию рынка и постараемся что-нибудь иметь от этого. Тут была пробой коридора, а потом цена вернулся обратно в данную область. Поэтому пока что ждем. В некоторые моменты я буду ускорять для того, чтобы видео, получается, слишком длинным не было из-за этого. Так что, где я захожу в точку сделок, там будет все четко, а по дальнейшем шаг будем что-то ускорять, чтобы время много не занимало. И по сути сделок объясню, почему захотел на понижение или на повышение. В данной области я зайду на понижение 1 минута, потом, если цена откатится к уровню, от уровня еще зайдем на понижение. Как мы видим на минутном таймфрейме, цена двигается на боковик, поэтому я заходил куда на понижение, понятное дело. Ждем 42 минуты, в случае чего тут умножаем сделку на 2,2 коэффициента, заходим в перекрытие, получается. Так что постараемся что-нибудь исполнять и зарабатывать. Скоро рабочая зона у меня готова будет, потом в дальнейшем будет видосы выходить очень часто. Как я сказал, если дойдет цена до данного уровня, отсюда зайдем опять же на понижение цены. Пока это свеча у нас 5 секунд остался до завершения. Это первая наша сделка. И потом ждем. Первая сделка у нас зашла, вторую сделку ждем. Опять же спускаемся на 200 долларов. Ждем результат этого сделка. Потом в дальнейшем шаг посмотрим, что можно делать. Либо на данную валютную пару будем зайти в сделку, либо меняем валютную пару. Почему? Потому что очень опасно. Долго на боковике цена идет, рано и поздно пробитие вверх или нижний час произойдет. Как мы видим, это наша сделка. 10 секунд остался заранее. Я еще подготовил свой догон. В случае неудачи, да, там разница одного пункта и так далее. Поэтому надо держать баланс. Вторая сделка тоже зашла в плюс. Опять же, изначальный депозит спускаемся. В данную область посмотрим на 5-минутном таймфрейме, что у нас происходит. Как мы видим, тренд был нисходящий, потом обновил данный минимум. И цена откатнулся обратно в той области, где сейчас находится. Эта свеча у нас откатная была, поэтому надо найти еще следующую точку входа. Много болтать не буду, ребята. По ходу дела вот так объясню, коротко и ясно. Для чтобы всем понятно было. Аудика тут 1092% вернули. Тут что было пробыть данного коридора, мы ждем откатной реакции и заходим на понижение цены. Но я чуть рано заходил, ничего страшного, поэтому ждем. Получается вот данная область, отсюда еще раз зайдем на понижение. Если цена откатнется до данной области, как мы видим, тут на минутном таймфрейме у нас есть серьезный нисходящий тренд. Область поддержки пробой, откат к уровню, поэтому еще один раз на понижение зайдем, чтобы время у нас хватило, в случае чего. 25 секунд до завершения первых сделок, 50 секунд новая свеча. Ждем, посмотрим сегодня OTC актив, что нам покажет. Угу.
наша сделка неудачная. Вторую сделку посмотрим. Откат был. Ну, объем тоже есть. Поэтому еще 1 минута на понижение. Мы заходим сюда. Риски. Получается у нас до сюда может цена дойти теперь, да? У вас есть. Поэтому надо удваивать сумму. И на 2 минуты. Сейчас ждем пока реакцию. Если повышение данный уровень, цена дойдет, потом отсюда заходим на понижение цены. Продать 2 минуты на понижение. Долго мы на нисходящем тренде были, 5 секунд остался до завершения второй наша сделка. Вторая сделка тоже неуспешна. И третью сделку посмотрим, что получится у нас тут. Получится забрать свой плюс или нет. Если нет, я четвертый догон разделю на 2 части, чтобы выше догонов не дойти. Ждем. Минута 13 секунд остался. Угу. Изначальный депозит надо нам спуститься, чтобы не заиграться, так сказать. 25 секунд остался до завершения этого сделка. Но как мы видим, тут есть нисходящий тренд. Понятное дело, мы должны работать на продаже актива, а не на покупке актива. Забрали. А эти цены, вот есть, как мы видим, тут было боковик и теперь пробой данного уровня. На 5-минутном таймфрейме надо посмотреть, что в дальнейшем можно принять в данной ситуации. В данной ситуации можно на откат как бы тоже зайти, но надо смотреть в свечах, как закончится, потом принимать решение. Наша точка выхода вот от данной области. 4, 2, 1. Зеленая свеча. Значит, уверен, да? Теперь цена должна откатиться вот до сюда хотя бы. Потом в дальнейшем шаг пойти на повышение цены. Мы ждем данной области, чтобы зайти на повышение цены. Почему? Потому что объем есть у нас, пробой по MACD тоже есть. Из-за этого надо ждать вот данного области, потом отсюда смело надо зайти на повышение. Давайте заранее заходим. Если что, эти пункты я пропускал. В случае чего на догон заходим. Вот от данной области можно потом рассмотреть догон. В случае чего на 5-секундном таймфрейме, что важно, это пункты мы замечаем, да? На сколько пунктов наша сделка в плюсе или в минусе. Данная область, как мы видим, уже цена двигался сюда, откатнулся к уровню, вот данный уровень у нас, и мы зашли на догон свой. А третью сделку надо на 2 минуты потом зайти, если вдруг цена движется в данной области.
5 секунд до завершения этого сделка остался у нас. 3, 2. Эта сделка у нас не прошло, а вот это второй догон, если наш проходит, то нам не нужно догонять на третью, получается, сделку. 7 секунд остался. Наша сделка прошла. Минутный таймфрейм посмотрим. Еще раз на повышение можно зайти. Как бы мы обновили область, теперь цена должна двигаться обратно куда? На пробой линии. Уровень, точнее. Поэтому выбираем опять же второй наш догон. Гэп был очень хороший в нашу пользу. Можно так и сказать. А так, ребята, у меня есть телеграм-канал, где мы с ребятами торгуемся в прямом эфире. Вы можете тоже зайти, участвовать в моих торговых сессиях абсолютно бесплатно, никому ничего не надо платить. Зайти и посмотреть, как мы торгуемся с ребятами. За последний год, 2024 вот 2025, получается, мы сделали более 500 торговых сессий, из которых только 13 неудачные торговые сессии. Была первая сделка тоже зашла, вторая сделку ждем, когда проходит. А также у меня постоянно идет челленджи, как бы сделать, например, челлендж 100 торговой сессий плюсовую, да, из них мы посмотрим, сколько у нас получается торговой сессии неудачной. На данное время у меня получается из сессии, которые 100 я запустил, 3 неудачных торговой сессии, а 90 получается 6 удачный. Осталось сотый, который надо сделать желательно в плюс. И мы, получается, будем забрать то, что хотели. Но 3% неудача, это тоже. Тут легкие деньги нету. Чтобы заработать легкие деньги, не знаю, что надо делать, чтобы заработать их. А так в этом мире легких денег я сам лично не видел. Как и я сказал, цена откатнется. А теперь стремиться, вот если сила хватит, обновить данную точку. Если сила не хватит, то обратный откат будет. Поэтому мы должны реакцию свечу смотреть, что происходит в основном. Свечи. Почему? Потому что мы слишком уже далеко зашли, во-первых. А во-вторых, надо дальше дойти и посмотреть больше другие валютные пары. Тут нисходящий тренд, против тренда не особо хочется зайти, поэтому надо посмотреть другие варианты, где мы можем принять меры. Тут было, получается, у нас нисходящий тренд, потом разворот тренда, и в итоге сейчас мы откатнемся обратно куда? По нисходящем тренде. Тут было опять же боковик, сразу резко понижение. В дальнейшем, как мы видим, откат обратно куда? На понижение. Но можно зайти на понижение, но у нас же нет лучшего точки входа, поэтому на 5-секундном таймфрейме мы будем искать ту самую место, точка, где бы мы зашли. От данной области можно зайти как бы на повышение. Почему? Потому что мы давно не обновили данную зону, а тут пустота у нас. Цена должна корректироваться, обновлять и потом дальше пойти, как бы куда двигается, да, цена. А так только в одном направлении, как мы видим, тут что было? Правый уровень было, а тут есть у нас уровень максимум у нас. И отсюда вот на 30 минут таймфрейме, как мы видим, откатная свеча. А на 5-секундном тут MACD уже пересекла. Поэтому мы в правильном направлении зашли. Получается, эта сделка. Сейчас мы, если заберем в плюс, отлично будет. Потом в дальнейшем шаг еще посмотрим, что можно передумывать тут. 5 секунд остался до завершения этого сделка. Ждем. Эта сделка у нас тоже получается в плюсе. Можно еще раз зайти на повышение, но чуть
торопились. Почему? Потому что у нас же была цель, откуда зайти, да, точка входа есть. А вот следующая моя точка входа на понижение. Отсюда на повышение, от данной области на понижение цены. Если реакция будет на пробой, мы просто валютную пару меняем, потом приходим, анализируем, в дальнейшем будем рассматривать как бы точка опять же входа. Поэтому мы коснулись данной области, теперь зайдем еще раз на повышение цены и посмотрим, как оно и работает. Минимум обновили, уровень поддержки точнее обновили, теперь мы должны вот так двигаться вверх-вниз, вверх-вниз. 7 секунд остался до завершения этой встречи. Я думаю, времени у нас не хватит, чтобы забрать это тоже в плюс. А тут получается мы на пробой. Я что-то не понял. Мы точно KGPY смотрели, да? 30 минут таймфрейм, да. Из уровня мы откатнулись назад. А почему мы катимся опять же вниз? 4, 3, 2, 1, 0. Взяли свой плюс. Айда цена. И вот если посмотрим, что происходит в данной валютной паре. Тут, как мы видим, пробоя не произошел. Правильно? Правильно. Можно ли зайти на повышение? Я думаю, нет уже. Почему? Потому что есть направление, либо зайти вот от данной области на повышение можно, а от данной зоны не особо хочу зайти даже на повышение цены. Поэтому ждем реакцию и потом посмотрим, куда можно зайти. Ждем. В этом моменте я буду пролистывать. Получается, не по нашей логике работает рынок. Правильно, правильно, поэтому лучше менять. Если вот данная валютная пара вас тоже не устраивает, лучше меняйте валютную пару. Почему? Потому что так надо. Может и в дальнейшем заиграться. Лучше менять, найти там, где вам понятно работать и заработать денег. Мы можем пробить данную зону? Конечно, можем. Почему? Потому что уже накопление идет на данной области к пробою. Тут есть уровень поддержки у нас, правильно? А также вот сопротивление, где раньше была цена. Тут был пробой, обратно откатнулись назад. Но вот эта встреча, как мы видим, уже дает откатной CVS, правильно? Боковики держимся. Главное, чтобы пробоя не было, а то и пробой будет, потом мы потеряем средства свои. Обновили. И вот, как я сказал, 2 сделка в одну валютную пару хватит нам. Почему? Потому что тут может и пробить нижний бит, поэтому лучше вот так зайти на 2 догона, все, менять валютную пару и искать третий плюсовой сделок в случае неудачи. Заиграться особо тоже не нужно тут. Оставаться на один валютной паре, это уже все, окончательный смерть.
Тбилиси очень жара. Первая сделка у нас 4, 3, 2 не зашла. А вторая сделка у нас 10 секунд осталось. Спускаемся опять же на 200. Получается, столько сделок сделали, да? Тут тоже есть восходящий тренд, есть уровень, от которого можно как бы торговаться. Но данной зоны восходящий канал тренда у нас идет. Поэтому на понижение зайти чуть опасно, поэтому старший таймфрейм посмотрим, что тут происходит. В общем, тут есть объем на покупку, а есть еще один уровень. Правильно? Угу. Можно смотреть вариант на покупку, можно, но желательно зайти на покупку вот от данной области было бы идеальное решение. От данной области уже я тоже особо не хочу войти в сделку, поэтому лучше менять валютную пару. Евро. Тут что происходит у нас на евро? О, интересно, интересно. Восходящий тренд, объем есть, но есть отсюда мы на понижение зашли. Можно 2 минуты на понижение тоже как бы пробовать, но это слишком опасное решение. Почему? Потому что я объясню. Тут, понятное дело, объема не было. Да? Цена откатнулся обратно куда? На понижение. А тут, как мы видим, есть объем у свечи. Да? Но, а также мы данную область уже обновили. Да? Можно сказать, с таким объемом он может резкий пробой давать на повышение цены и снимать ликвидность, который есть тут. Но а также есть вариант отката, который мы должны хотя бы спустить эту цену до данной области. Почему? Потому что вот тут, как мы видим, цена откатнулся, правильно? Правильно. И не могла дойти до этого времени до данной области. Перед последней свеча тоже откатнулся от данной области. И вот эта свеча только дала мощь того, что тут есть. А у нас остался на часовом таймфрейме 8 секунд до завершения свечи. Если свеча закроется таким же образом, это означает того, что цена может пробить. Но перед каждым пробоем должно произойти откат. Поэтому мы чуть не заигрывались тут. Во-первых, надо оценивать объем свечи, потом зайти в сделку. Если слабая свеча, можно рассмотреть варианты на, к примеру, продажу, если сверху. Если снизу свеча слабая, можно варианты на покупку. А как мы видели, там объем это всего достаточно для того, чтобы пробить данную область. У нас 7 секунд остался, посмотрим, что случится. 2, 1, 0. Все. На последнюю секунду зашла. Но, как мы видим, цена куда идет? Опять же, на повышение цены идет в данной области. Тут есть еще один уровень, да? График начался от данной области. Получается 507. Сейчас движемся мы в районе 407. Разница 100. Цена может дойти до данной области обратно. Или же откат будет. Вот в чем вопрос. Но тут мы подтверждение пробоя, то, что получили, это хорошо, поэтому валютную пару давайте меняем, в другом месте будем торговаться. Еще один-два сделок, потом сами
Посчитайте, сколько мне удалось заработать, и обязательно напишите в комментарии, сколько мне удалось заработать на этом торговой сессии. 1 минута на продажу заходим и ждем. Ну, видите, на минутном таймфрейме или 5-минутном я чуть не заметил. Мы зашли, да, нам казалось, что мы идеальной точкой зашли, но нет. На 5-секундной нам показалось, что у нас не самая идеальная точка входа была. Поэтому советую вам на 5-секундном зайти, посмотреть, где точка входа, потом решить вопрос. Так что это последняя наша сделка. Подписывайтесь на моем YouTube канале, а также ссылка телеграм-канала оставлю под этим видосом, где есть телеграм-канал на таджикском языке, а также на русском языке. Если вам понравилась торговая моя сессия, можете перейти в телеграм-канал, участвовать в моих прямых торговых сессиях. Так что всем удачи, до новых встреч. Все, поправили плюс. От вас только лайк и комментарий.